Республиканская акция «ЗОЖ-тур» дошла и до уголков Башкирского Зауралья. 10 ноября в Доме молодежи в рамках программы тура прошли лекции о здоровом образе жизни. На них обсудили вред табакокурения и употребления алкоголя. Атлеты Федерации воркаута Башкортостана на собственном примере убедили зрителей, как положительно влияет на физические показатели здоровый образ жизни и занятия уличной гимнастикой. Показательные выступления спортсменов ничем не уступали по зрелищности олимпийским. Вечерняя часть программы включала в себя открытую тренировку в фитнес-центре со всеми желающими. Среди прочих оказались и хрупкие девушки, которые ответственно подошли ко всем профессиональным указаниям спортсменов. Оказалось, для того, чтобы виртуозно использовать простые снаряды, как турник или брусья, достаточно правильно разминаться и систематически тренироваться со своим весом. Всем знакомые еще со школьной скамьи физические упражнения являются основой для того, чтобы поддерживать здоровье своего тела с минимальными рисками травматизма. Воркаут он для всех возрастов, для каждого человека, будь то это девочка, мальчик, женщина или мужчина, либо пожилой человек. Тренироваться можно, начав с базовых элементов упражнений. Отжимания, подтягивания, приседания. То есть знать, конечно, нужно меру, то есть не изнашивать свой организм. Для этого и мы пропагандируем здоровый образ жизни. Это физкультура, не спорт профессиональных достижений, которые калечат людей, а физкультура, которая лечит. Помимо пропаганды здорового и трезвого образа жизни, а также мотивации к занятиям спорта, Федерация воркаут Башкортостана преследует и другие цели. Так, к ряду мероприятий, проведенных в городе в рамках тура, прошла встреча с представителями администрации города. Обсудили возможность оснащения городских площадок новыми спортивными снарядами для доступных видов гимнастики, а также создания общественного движения воркаут. На совещании при первом заместителе главы администрации Ильфат Фазловиче Сафине были определены предварительно потенциальные места для установки данных площадок. Сейчас остался малый вопрос, это за финансированием. Естественно, мы будем эту работу продолжать. Речь идет также и о крытых воркаут-площадках, чтобы занятие воркаутом не ограничивалось в летний период, но также и круглогодично могли ребята в тепле заниматься. Несмотря на однодневный визит гостей, была проделана эффективная работа. Прямые диалоги с молодым зрителем, свободное общение с залом, занимательные мотивирующие ролики, возможность испытать профессиональные спортивные снаряды, дружественная обстановка на открытой тренировке дали свой отголосок среди молодежи. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Руслан Кравцов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.